родительскую высокую субботу. Память совершаем всех ответных усопших православных христиан. Всех ответных усопших, всех святых, всех живших до нас, праведников и всех людей, верующих, православных, множество и множество и множество. Так вот, смотришь, и мы празднуя, сподобляемся, как бы становимся причастниками их жизни. Причастниками, когда поминаем их, когда молимся о них, становимся именно причастниками их жизни, их подвига. И вот так, к этому дню мне пришлось найти проповедь одного из подвижников нашего времени, совсем недавно скончавшийся, вот такой отец Тихон Пелих, старец. У нас в храме мы еще вот с матушкой Ириной, мы его еще застали, еще видели его в живых, складывались последние несколько лет, такой известности. Вот наша удивительная проповедь на сегодняшний день, на родительскую субботу, называется «Сокровища на кладбищах». Кладбище – таинственное место. Тут лежат безвозвратно отшедшие, у кого родители, у кого дети, у кого муж или жена, словом, дорогие для сердца близкие люди. Здесь сокровище сердца. По слову евангельскому, где же бы есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. На кладбище всюду можно увидеть плачущих, каждый стоит над могилкой и изливает слеза в душу. Так люди оплакивают самое для них дорогое. Можно сказать, что сокрытый в могиле прах дороже всех сокровищ. Что значит золото, серебро, блестящие камни? Все это бездушная земля, а прах, лежащий в могиле, чудный, таинственный, священный. Для этого праха мир сотворен. Для этого праха Сын Божий страдал, умер и воскрес. Для этого праха приготовлен рай небесный, устроено Царство Божие. Этот прах был живым существом, носил в себе образ Божий, прославлял Бога и поклонялся Ему. Этот прах был омыт крестильной водой, запечатлен печатью мира, Духа Святаго, напитан был божественным телом и напоен животворящей кровью. Этот прах в самой смерти бессмертен, потому что он таинственно соединен с Богом. Кончится мир, потускнеет блеск земных сокровищ, померкнет солнце, а прах этот воскреснет и явится новым человеком, духовным, нетленным, чистым, как ангел, светлым, как солнце, и будет жить вечно, и снова будет славословить Бога. Вот почему Святая Церковь так торжественно, со свечами и песнопениями, погребает в недра земли эту персть, труп человеческий. Погребальным торжеством Святая Церковь показывает нам, что покойник не простая земля, а сокровище будущего века, драгоценность для славного Царства Божия. Дорогие братья и сестры, сколько слез проливается по покойникам неразумно. Вот и вспомним здесь слова апостола: «Не хочу вас, братья, не верите умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования». Христианская скорбь исполняется в молитвах. Будем плакать в молитвах о прощении грехов усопших. И такой плач будет разумный и спасительный. Капли слез, изливаемые нами пред Богом, в молитве веры и любви, помогут нашим умершим родным и близким вселиться в райские светлые обители Царства Небесного. Аминь.